Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. ГУП ЖКХ Республики планирует модернизировать инженерные сети в 16 своих филиалах при поддержке Фонда развития территорий. Мероприятия будут реализованы в рамках региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы. О модернизации объектов коммунальной инфраструктуры мы поговорим с гостем в студии Виталием Чикачевым, генеральным директором жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия. Виталий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько модернизация объектов коммунальной инфраструктуры актуальна на сегодняшний день? Ну, учитывая то, что наше предприятие охватывает 74% территории, это ни много ни мало 26 районов нашей республики, эксплуатирует больше 700 объектов теплоснабжения и эксплуатирует более 2000 километров инженерных сетей. Поэтому понятно то, что износ в таком предприятии и в таких масштабах он все равно имеет место быть. Конечно же, модернизация для нашего предприятия — это важный вопрос, это системный вопрос, который мы решаем ежегодно его в рамках, значит, наших ремонтных программ. Вот, если говорить по ремонтной программе, то мы ежегодно меняем порядка 70 километров ветких аварийных сетей, меняем более 100 котлов, насосного оборудования, дымососного оборудования. Но самым главным и основным нашим инструментом по модернизации это является инвестиционная наша программа, которую мы реализовываем с 2011 года. И вот за этот период у нас построено и реконструировано больше 400 объектов, из них только 325 это теплоисточников. Также у нас построены и вспомогательные объекты, гаражи, автовесовые, объекты водоснабжения, водоотведения. И построены и реконструированы 1500 километров инженерных сетей. Это сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Поэтому это важный момент для нашего предприятия. Также в рамках инвестиционных программ у нас есть энергоэффективные мероприятия. Это перевод котельных на более дешевые виды топлива, такие как газ, уголь. И вот за последние 4 года мы, значит, перевели на более дешевые и экологические виды топлива 25 котельных. Только 13 котельных мы перевели на газ. И вот за эти 4 года экономический эффект составил более 800 миллионов рублей. То есть это не только, значит, пользу экологии, но и экономический эффект для самого предприятия и для нашего потребителя. Соответственно, платеж за коммунальный ресурс, тариф, он будет снижен. А какие планы на этот год у предприятия по модернизации и строительству объектов? Ну вот, продолжая реализацию нашей инвестиционной программы, где-то мы ежегодно порядка 10-12 котельных строим. В этом году тоже у нас не исключение. В этом году мы 8 котельных строим в 6 районах нашей республики. Это в Амгинском районе, Мегино-Кангаласском, Татинском, Чорапчинском, Тампонском районе. И 3 объекта строим по водоснабжению в Амгинском районе, в селе Амга, в селе Алтанцы и, значит, строительство в городе Алекминске продолжается у нас объектов водоснабжения. Поэтому ежегодно строительство у нас идет. В этом году с вводом в эксплуатацию в 2024 году мы строим 14 объектов. Это 11 котельных и, значит, 3 объекта водоснабжения. Поэтому в рамках инвестиционной программы планово идем. И более того, с 2024 по 2028 год, следующая пятилетка у нас, разрабатывается инвестиционная программа, где мы планируем, значит, за этот период, пятилетний период, построить более 70 котельных и порядка 1000 километров новых инженерных сетей. Это только в рамках нашей инвестиционной программы. А в каких федеральных программах вы участвуете и какие проекты уже реализованы? Ну вот, что касается федеральных программ, то мы здесь стараемся участвовать во всех федеральных программах, и на сегодняшний день все, какие федеральные программы, связанные с развитием коммунальной инфраструктуры, мы практически в них везде участвуем. С 2019 года успешно, значит, реализовываем федеральный проект «Чистая вода». Это нацпроект «Жилье и городская среда».
У нас идет строительство, значит, первого этапа мы завершили в 2020 году, строительство котельной и реконструкцию, значит, городского водоканала в городе Алекинске с установкой водоочистных современных станций. Вот. Вторым этапом у нас с прошлого года ведется строительство и реализация в этом году, значит, станции первого подъема на этом же объекте и водовода протяженностью 800 метров. Также у нас, как я уже говорил, в селе Амга строится водоочистная станция мощностью 1500 кубов в сутки. И, значит, водоочистная станция со скважинным водозабором строится у нас в селе Алтан Самгинского района пропускной способностью 200 кубов в сутки. Также планы есть строительства начала, значит, по чистой воде в селе Батагай в северном районе, значит, нашей республики с вводом в эксплуатацию в следующем году. И 6 километров сетей водоснабжения мы строим в Верхнем Бестяке в Хангаласском районе. Поэтому охват максимальный по программе «Чистая вода». Вторая программа, тоже успешную, которую мы реализовали, это участие по софинансированию через Фонд развития реформирования ЖКХ Российской Федерации. Условия, значит, 60/40, 60% это субсидия фонда реформирования и 40% это собственные средства. И вот в прошлом году мы, значит, реализовали проект, построили котельную мощностью 18 мегаватт путем оптимизации двух нефтяных старых аварийных котельных. И вот новую котельную построили, запроектировали ее на местном угле, на Харбалахском угле. И вот за счет замещения с нефти на уголь у нас тоже экономический эффект составил 88 миллионов рублей. Следующая у нас программа, в которой мы участвуем. Вот в начале передачи вы сказали, то, что мы, значит, будем проводить модернизацию и ремонт инженерных сетей в 16 районах нашей республики, в 33 населенных пунктах. Мы должны в течение 2 лет, вообще эта программа 5-летняя, но финансирование пока предусмотрено на этот год и на следующий год. Вот. Будем реконструировать 92 километра инженерных сетей, 80 километров это тепловые сети, значит, 9 километров это сети водоснабжения и 1,5 километра у нас это сети водоотведения. Поэтому максимально принимаем участие во всех программах. Вот сейчас мы уже работаем над тем, чтобы участвовать в будущей программе. Пока еще она только на стадии, значит, проработки, разработки. Тоже Минстрой разрабатывает программу по, значит, реконструкции и ремонту системы водоотведения. То есть, если все предыдущие программы, они затронули у нас и чистую воду водоснабжения, да, о чем я сказал, значит, строительство котельных, значит, строительство инженерных сетей, то вот сейчас последним этапом стал еще один вид услуг, это водоотведение, такой самый, наверное, неокупаемый, самый убыточный вид деятельности. И в этом году мы запроектировали, сейчас на стадии у нас ценовой проверки, экспертиза, это канализационно-очистные станции в поселке Чекурдах, канализационно-очистные станции в Черском, в поселке Тикси, и проектируем также канализационно-очистную станцию в селе Барагонцы. Плюс, вот я упустил, не сказал то, что 9 котельных мы строим по, значит, программе Фонда развития территорий, тоже выделяются финансовые средства, и на 9 котельных мы, вот, о чем я сказал, в 6 районах нашей республики будем строить. Поэтому максимально участвуем во всех федеральных проектах, и я думаю, будем дальше успешно также их реализовывать на территории нашей республики. Конечно, будете реализовывать, спору нет. Но далее хотелось бы перейти к вопросу подготовки к следующему отопительному сезону. Как проходит подготовка, когда она начнется и какие в целом планы на предстоящий период? Подготовку к отопительному сезону, если говорить про отопительный сезон 2023-2024 года, то он у нас начался в ноябре 2022 года. То есть мы провели все конкурсные процедуры, заключили договора с поставщиками, значит, заводами-изготовителями, да, оборудования, значит, продукции технического назначения. И в январе период работы автозимников, с января по середину апреля месяц мы должны как раз завести
в наши северные, арктические и труднодоступные населенные пункты. И уже по окончанию отопительного сезона в мае, в июне месяце наши коллеги, работники ГУП ЖКХ уже могут спокойно приступать к ремонтной кампании, потому что на местах уже будет находиться необходимое, значит, оборудование и материалы. А как известно, специалисты ГУП ЖКХ Республики реконструируют и обновляют не только свои объекты. Что сделано предприятием в городе Кировское, ДНР, над которым наша республика взяла шефство в прошлом году? Да, ну все прекрасно знают, что по поручению президента Российской Федерации, да, за субъектом закреплен город Кировское. Вот, задача была одна, это в кратчайшие сроки подготовить подшефный город к отопительному сезону. Вот, поэтому главой республики было принято решение, что восстановлением займется и подготовка к зиме государственное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства республики. Вот. Ну и, соответственно, в июне месяце мы уже вылетели командой, и символично 12 июня мы прибыли в город Кировское, обследовали все объекты инфраструктуры. В первую очередь это, конечно, объекты жизнеобеспечения, котельные. Вот, есть котельная, которую мы подготовили к зиме, отремонтировали. Она отапливает практически 80% всего города. Кировская, очень большая котельная. Там проведены были работы по замене кровли. Площадью 2000 квадратов, очень большое здание. Заменены были насосное оборудование. Отремонтированы были 2 километра тепловых сетей. Вот. Ну и, конечно, внимание также было уделено разрушенным объектам, которые пострадали в период этих боевых действий. 2 многоквартирных дома, пострадали 16 квартир, поэтому в этих 16 квартирах полностью был проведен капитальный ремонт. Заменена система отопления, электроосвещение полностью заменено, все это было. Ремонт кровли был сделан, окна, двери, то есть полностью дома, и эти 2 дома и эти 16 квартир, которые пострадали, полностью были восстановлены, и жители, как в новые квартиры, уже заехали в начале уже отопительного сезона. Вот. Ну и социальные объекты, которые остались не без внимания, тоже это больница, тоже была частичная замена системы отопления проведена, были заменена и кровля. Вот. Ну и большое внимание было уделено, конечно, социальным объектам школы. Вот. Поэтому 2 школы было отремонтировано, 1 школа, это 2-я школа, где посещают ее более 700 детей, полностью была реконструирована, закуплена правительством Республики Саха-Якутия компьютерная техника, мебель. Ну, практически новую школу отреконструировали. Также одно из важных, наверное, мероприятий по ремонту в городе Кировске для жителей Кировского было это уличное освещение. Город был темный, уличного освещения практически не было, все с советских времен как стояло, поэтому полностью у нас 13 километров линии электропередач было заменено, установлено 470 светильников, новых современных светодиодных, установлено 107 опор, поэтому город у нас на 80% полностью освещен. И также заметная работа такая была именно для жителей, которые у нас ездят, ходят по городу. Большую работу провели по дорожному ремонту. Провели дорожный ремонт в 9 улицах и положили асфальт площадью 22,5 тысяч квадратов. Поэтому... Виталий Семенович, работы проделано очень много. Спасибо вам большое, что пришли, ответили на все наши вопросы. Я вас благодарю. Спасибо. Но я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.